Информационные итоги дня подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. «15 лет они поют и танцуют для своих сверстников и их родителей. Ансамбль «Даймох» готовится к юбилею. От экскурсий по городу до дегустации национальных блюд. Просто впечатление, конечно, за такое короткое время восстановить так город, это вообще не знаю. Чечня глазами туристов. Готовые к труду и обороне проверили свои физические возможности. Всем желаю удачи и, конечно же, будем рваться к победе. Грозный присоединился к всероссийскому забегу. С рекордной скоростью финиширует и масштабная строительно-восстановительная кампания в Долинском. Были реконструированы порядка 3,3 километра. Значит, подведены, газовое топливо было подведено к 44 многоквартирным домам. Поселок готовится к сдаче под ключ. Вашингтон и Лондон не смогли сорвать чемпионат мира 2018 в России. Рамзан Кадыров заявил, что переизбрание Зеппа Блаттера на должность президента ФИФА в 5-й раз расстроило планы США и Великобритании запретить проведение Мундиаля в нашей стране. Вот что он рассказал в своем Инстаграм. Где Путин, там победа. Именно так хочется прокомментировать избрание Зеппа Блаттера на должность президента ФИФА. Откровенная и бессовестная провокация США и Англии, которые преследовали цель сорвать чемпионат мира 2018 по футболу в России, с треском провалилась. В Лондоне до сих пор не стыдятся говорить, что Блаттер не продержится больше года, а чемпионат в России нужно бойкотировать. Зря напрягаетесь, господа. Вы можете сколько угодно заниматься трескотней, а Россия все равно примет и достойно проведет чемпионат. А из ваших попыток национализировать мировой футбол, превратив его в послушную Вашингтону и Лондону дворняжку, ничего не получится. Наш национальный лидер не играет по таким правилам. Для него важнее спорт, интересы сотни миллионов болельщиков и футболистов всего мира. Народы мира это видят и поэтому поддерживают его курс. Уважаемый Владимир Владимирович, Россия с вами. Россия верит в вас. Россия гордится вами. Да здравствует чемпионат мира по футболу в России! Напомню, накануне в Цюрихе состоялись выборы президента Международной федерации футбола. Члены исполкома выбирали между действующим главой ФИФА Зеппом Блаттером и принцем Иордании Али бин Аль-Хусейном. Впервые голосование проходило на волне грандиозного скандала. По запросу американской стороны были арестованы 9 чиновников организации, обвиненные в коррупции и отмывании денег. Президент УЕФА Мишель Платини грозился бойкотировать выборы и даже покинуть исполком ФИФА, если Блаттер сохранит свой пост. Свою лепту внес и премьер-министр Великобритании, страны, проигравшей России право проводить этот мундиаль, хотя шансы Лондона были на тот момент высоки. Дэвид Кэмерон потребовал, чтобы Блаттер, не дожидаясь результатов голосования, покинул свой пост. Он голословно обвинил человека, реформировавшего мировой футбол, во всех злоупотреблениях, забывая, что ФИФА – организация независимая от государственного вмешательства. Однако скандал не смог пошатнуть позиции швейцарца. Он получил практически тотальную поддержку от Африки и Азии. Европа же большинство своих голосов отдала иорданскому принцу. После победы на выборах Блаттер заявил, что корабль под названием ФИФА вернется на верный курс. Комментируя новости из Цюриха, Владимир Путин отметил, что на Блаттера оказывалось давление с целью запретить проведение чемпионата в России. В частности, Путин отметил: «Мы знаем позицию Блаттера, которая ничего общего не имеет с какими-то особыми отношениями ФИФА и России. Это его общая принципиальная позиция. Спорт и политика должны быть разделены». И более того, он считает, что спорт должен оказать позитивное воздействие на политику и служить площадкой для диалога, для примирения, для поиска каких-то решений. Я считаю, что это абсолютно правильная позиция. Продолжаем выпуск. 1 июня в Международный день защиты детей исполнится 15 лет государственному ансамблю песни и танца «Даймох». В этот день в концертном зале Грозного пройдет юбилейное выступление коллектива. Ребята усиленно готовятся к этому важному мероприятию. Практически во всех постановках задействованы и дети главы республики. Хутмат, Табарек, Ашура, а также Ахмад, Эли и Адам начали занятия в ансамбле всего несколько месяцев назад, но уже готовы выступать на профессиональной сцене. Репетицию маленьких танцоров посетил глава Чечни. Как рассказал Рамзану Кадырову художественный руководитель ансамбля Рамзан Ахмадов, в программе будут представлены более 15 номеров, среди которых как уже полюбившиеся зрителю, так и совершенно новые постановки.
Летний туристический сезон открыт. Пока некоторые россияне раздумывают о заграничной поездке, любители активного отдыха уже определились со своим выбором. В Грозный в очередной раз прибыла большая группа туристов. В столицу Чечни отдыхающие предпочли по многим критериям. На Грозный глазами туристов взглянула Изура Саламова. Первым пунктом экскурсии стал храм Архангела Михаила. Это не только место богослужения христиан, проживающих на территории республики, но и один из памятников архитектуры. Возле православной церкви Грозного собрались десятки туристов. Все желающие смогли принять участие в богослужении. Знакомство с достопримечательностями столицы продолжилось в высотном комплексе Грозный-Сити. Небоскребы стали излюбленным местом посещения туристов. Поднявшись на самую высокую точку одного из зданий, гости смогли увидеть город с высоты птичьего полета. Да, это впечатляет. Мы до этого не были просто в Грозном. Соответственно, нам сравнивать не с чем, но то, что мы сейчас видим, это для нас произвело впечатление яркое, эмоциональное. Восторженные возгласы, вспышки фотоаппаратов. Каждый спешит сделать фотографию лучше, чтобы похвастаться перед друзьями. Чуть позже фотосессия перешла во флешмоб. 3-4. Привет из Грозного! Татьяна Карпова в последний раз была в Грозном больше 40 лет назад. Сегодня приехала с внучкой Дианой, которая, кстати, впервые в столице Чечни. Сопоставляя прошлое и настоящее, женщина признается, что не узнает старый город. Просто впечатление, конечно, за такое короткое время восстановить так город, это вообще не знаю. Больше всего туристы ждали похода в главную святыню республики. Перед входом в центральную мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова сердце Чечни, согласно исламским предписаниям, женская половина переоделась в соответствующий наряд. Покрытая голова и длинное платье обязательно при посещении мусульманских святынь. Здесь гости не только узнали, чем примечательна османская архитектура, но и ознакомились с канонами ислама. Мечеть меня поразила, конечно, красотой. Вот и люстры, и росписи, и мозаика. Очень замечательно. Народ дружелюбный. В последние годы все чаще на улицах Грозного появляются толпы любопытных туристов с фотоаппаратами. Таким гостям давно перестали удивляться и сами жители республики. С каждым годом количество любителей путешествовать увеличивается. Только за 2014 год в Чечне побывало свыше 50 тысяч туристов, среди которых и граждане других стран. При Комитете правительства Чеченской Республики по туризму в туристско-информационном центре разработано более 16 экскурсионных маршрутов, из них созданы туры. Но и у нас вот сегодня, как вы сами имеете возможность это видеть, большой популярностью пользуется такой культурно-познавательный туризм выходного дня, когда в Грозный, чтобы посмотреть непосредственно столицу нашей республики, приезжают туристы со всех регионов Российской Федерации. И очень востребованной является экскурсионная программа по столице под названием «Грозный. От истории к будущему». Только за сегодняшний день на экскурсию по достопримечательностям Грозного приехало свыше 250 туристов. В завершении вечера они планируют попробовать национальную кухню вайнахов. Зура Салама, Адам Чекуй, Джамлел Хаджалиев. Новости. Поселок под ключ. Работы по восстановлению Долинска идут с опережением графика. Планы, расписанные на несколько месяцев, рабочие реализуют в сжатые сроки. За 45 дней восстановлены жилые дома, инфраструктура, почти завершается строительство ряда социальных объектов. Последние новости в материале Ахмеда Джабраилова. С начала масштабной реконструкции свободное время у рабочих появилось впервые. Нечастые перерывы проходят за игрой в футбол. Между тем, строительно-восстановительные работы в поселке Долинский вышли на финишную прямую. Все коммуникации в поселке построены заново. Длина одного только газопровода составила 5 километров. Для стабильной подачи голубого топлива полной реконструкции подвергли всю газораспределительную систему. Работы выполнены досрочно. Были реконструированы порядка 3,3 километра. Значит, подведены, газовое топливо было подведено к 44 многоквартирным домам. И с учетом перспективы, запасом, уложенные газовые сети порядка 30% запаса. Сегодня же прошло заседание оперативного штаба. Его руководитель отметил, что рабочим осталось навести последние штрихи и напомнил всем присутствующим, что до официального открытия остались считанные дни. Оперштаб в начале и завершении
Он из-за основной подрядчик, что он добросовестно был в штабе, он относится к Дербанду, еще один Ошурцев, на местах, на объектах, считаем, Юршил замечательный, это Юршил предложение на объектах, он согласовать, что на твои предложения, что носить, что был Барбанду, что штаб Биоринаяцк за этот период. Поселок Долинский теперь можно отнести к категории престижных. Местным жителям остается лишь поддержать чистоту и порядок, которого здесь не было последних 2 десятилетия. Ахмед Джабраилов, Хавайджи Ахмадов и Луиза Юнусова. Новости. Словесная перепалка между школьником из Заканюрта и правоохранителями обернулась большой информационной уткой. Некоторые СМИ оперативно распространили непроверенные сообщения о том, что полицейские якобы избили Адлана Астемирова, школьника из села Заканюрт. Его родственники опровергают эту информацию. Лично с ними встретилась наша съемочная группа. История из первых уст в материале Дагмары Касаевой. Информация о том, что в Заканюртовской средней школе произошел инцидент с участием школьника и сотрудников полиции, появилась в мессенджере WhatsApp несколько дней назад. Ее автор, подписавшийся Жанной Бибулатовой, обратился к главе Чеченской Республики с просьбой разобраться в непростой ситуации. Якобы 27 мая 2015 года во время сдачи ЕГЭ у сына Бибулатовой Адлана Астемирова случилась перепалка с правоохранителями. Уважаемый Рамзан Кадыров, я очень прошу вас разобраться в том, что случилось, принять меры. Я очень надеюсь, что вы не оставите без внимания просьбу матери. Просьбу матери в Чеченской Республике без внимания не оставили. На сообщение оперативно среагировали все компетентные службы. Уполномоченный по правам ребенка Хамзат Хирахматов сразу созвонился с контактным лицом, чей номер был оставлен в сообщении. Как оказалось, телефон действительно принадлежал Жанне Бибулатовой. Однако в беседе, а позже и при выезде в семью школьника оказалось, что никакого сообщения женщина не писала, а факты, тиражируемые в приложении WhatsApp, не подтвердились. Лично я сам уезжал. Встретился с директором школы, никаких таких там нарушений прав не выявлено. И со стороны родителей, со стороны мальчика никакого заявления в адрес уполномоченного по правам ребенка не поступлено на сегодняшний день. Если и будут такие вот нарушения, пожалуйста, я, пользуясь случаем, хотелось бы попросить всем, чтобы они писали в наш адрес. Мы доведем до соответствующего органа вашей просьбы. Маме школьника Жанне Бибулатовой сегодня не до сплетен. Она занята сбором первого урожая. Весенние дожди сделали свое дело, все семена дали всходы. Впрочем, свои плоды дала и СМС-рассылка, отправленная от имени женщины. Сегодня семье нет покоя от мнимых доброжелателей, постоянно названивающих Жанне. С легкой подачи журналистов небольшая словесная перепалка в школе стала достоянием общественности. Дополнительного позвонили, что WhatsApp чуайса, WhatsApp яц, WhatsApp чуаяздин. Астас дахайтан хумадат, ас дахайт али сюгари хумадат, ушнах шайгали лошумшту. Сакант аху, сакант қидин хумадат. Хабарт қилдадела инах шайгари яздештер, саяздиня багадат. Са исим карта сон уже нах телефон шайгар хайуач. Дядя школьника Денилбек Лабазанов рассказывает, что слава, обрушившаяся на семью с просторов интернета, доставила всем массу неприятностей и ненужных хлопот. Новость о перепалке Адлана Астемирова с правоохранителями, обрастая все новыми подробностями и громкими заголовками, стала появляться на страницах различных изданий. Непроверенную информацию оперативно растиражировали «Кавказский узел», «Кавполит» и телеканал «Дождь». Люди должны обоснованно подходить к этим вопросам. Об этом хорошо сказал когда-то недавно Рамзан Кадыров. Вот такие вещи, которые необоснованные, выдают информацию на WhatsApp, портит всем и настроение, и авторитет. Устав от ненужного внимания со стороны СМИ, семья решила обратиться в издание «Кавполита» и телеканала «Дождь» с просьбой отвести искусственно нагнанные тучи от их дома и опровергнуть на своих страницах недостоверную информацию. Вчера, после звонка Жанны Бибулатовой в редакцию «Кавполита» с просьбой дать опровержение, руководство издания незамедлительно опубликовало новый материал, составленный, по словам матери, под заголовком «Инцидент исчерпан». Вот мама Адлана
Жанна, я тетя Адлана. То, что написали на сайт кавказской политики, все это неправда. Мы позвонили, чтобы они сделали опровержение. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Сегодня в гостях у Бибулатовых побывала и журналист телеканала «Дождь». Мать Адлана Астамирова, пользуясь случаем, сделала прямое обращение в адрес редакции «Дождя» с просьбой опровергнуть размещенные ими вчера недостоверные сообщения. То, что написано в СМИ, все это неправда. Сегодня Жанна Бибулатова просит у журналистов только одного – искать горячие новости в другом месте. И если в стране проблем больше нет, то хотя бы обратить свое внимание на Тулу, где 30-летний мужчина устроил кровавую резню и убил 3 детей и 2 женщин. Дагмара Касаева, Елизавета Чепханова, Луиза Юнусова и Таймир Хаджиев. Новости. Всероссийский дрифт-тур добрался до Грозного. Жители столицы стали свидетелями грандиозного автошоу с элементами высшего пилотажа и каскадерскими трюками. Тур, приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной, стартовал 7 мая. Проколесив страну, его участники намерены завершить акцию 11 июля в Санкт-Петербурге. Николай Францевич, советский летчик, капитан, герой Советского Союза. Александр Матросов, Хампашан Урадилов, Бибулат Таймиев и Дмитрий Лавриненко. Каждая машина оформлена и названа в честь героев Советского Союза. Эти имена навсегда достойно вошли в историю нашей Родины. Всероссийский дрифт-тур призван еще раз напомнить о тех, кому мы обязаны победой в Великой Отечественной войне. Сегодня он добрался до Грозного. Наша задача – напомнить нынешней молодежи, есть истинные настоящие герои Советского Союза, которые отдали жизнь за то, что мы сейчас имеем. То, что мы должны помнить, что сейчас мы ходим по свободной земле, только благодаря им. Мы со своей точки зрения, со своего вида спорта пытаемся таким образом, насколько мы можем, показать и выразить свою благодарность. Байкеры регионального отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» перед началом шоу совершили круг почета, приветствуя гостей. Сегодня в центре столицы грозненцы могли наблюдать грандиозное автошоу команды Round X, представленное элементами высшего пилотажа и каскадерскими трюками. Автомобили, стилизованные под военно-историческую тематику, стартовали 7 мая в Ленинградской области. Они уже проехали множество российских городов. Мероприятие организовано Министерством культуры России и Чечни совместно с военно-историческим обществом. Данное мероприятие показывает, что город Грозный вошел в число 18 городов, где проводится данный тур. Это уже о чем-то говорит. И благодаря такому туру мы можем, вы видите, на автомобилях, которые участвуют в данном туре спортивном, фотографии наших героев, чеченцев, ингушей, дагестанцев, русских, и всех, которых мы бы хотели, чтобы наша молодежь знали. Автошоу «Спасибо за победу» проводится впервые. Проект позволит создать потребность у молодежи узнать подробнее о героях и событиях Великой Отечественной войны. Все заезды проходили под патриотические песни. Нам не безразлична судьба нашей молодежи. Наша молодежь должна правильно ориентирована быть. Если глава республики строит для нас автодром, для того, чтобы мы не гоняли на наших улицах, не создавали опасных движений, именно это шоу, именно это мероприятие будет способствовать такому всплеску адреналина, чтобы молодежь стала заниматься именно машинами, механикой машины, чтобы они могли совершенствоваться. В принципе, в этом направлении это мероприятие дает большие плоды. Уже завтра ее участники будут в Махачкале, а завершится автошоу 11 июля в Санкт-Петербурге. Розана Цамаева, Дени Хавхаров и Дауд Куруев. Новости. Грозный на один день превратился также в спортивный центр молодежи. В столице Чечни прошли соревнования на сдачу нормативов ГТО. Свои физические способности проверили около 500 участников. Подробности у Аслана Эльбукаева. Сбор участников всероссийского проекта «Студенты ГТО» начинается на улице Интернациональная. С раннего утра здесь собрались сотни молодых людей, которые планируют принять участие в предстоящем кроссе и проверить свою силу и выносливость. В городе Грозном мы реализуем популяризацию посредством проведения всероссийского кросса. И в тестовом режиме будем сдавать нормативы ГТО по некоторым испытаниям.
Желающие проверить свою готовность к труду и обороне прибыли в Грозный из Владимира, Барнаула, Томска, Москвы, а также всех республик Северного Кавказа. Студенты, желающие принять участие в 3-километровом кроссе по столице Чечни, прошли регистрацию и ожидают старта. Сейчас готовимся на 3 километра бегать. Конечно, все думаем, что осилим. Всем желаю удачи. И, конечно же, будем рваться к победе. Всю дорогу участников кросса будет сопровождать кареты скорой помощи. В такую жаркую погоду нагрузку может выдержать не каждый спортсмен. И вот сигнал дан. Более 500 бегунов устремляются вперед. Финишировать участники должны у центральных ворот стадиона имени Султана Белимханова. Здесь их ждут волонтеры из Чеченского госуниверситета. Первым со временем 10 минут и 3 секунды финишировал Амир Нальгиев. Он прибыл в республику из братской Ингушетии. Сегодня позвонила мне тренер, сказала, что забег. Вот я приехал, поучаствовал, победил. По воле Аллаха. Спортсмены, занявшие призовые места, здесь же получили кубки и призы. Среди них оказались и представители местных вузов. Также всем участникам кросса выдали сертификаты, подтверждающие участие в проекте. Но на этом путь активистов не закончился. Все добровольцы направились в Грозненское Суворовское училище. Здесь на свежем воздухе они смогли сдать нормативы ГТО. В современный комплекс ГТО входят физические упражнения разной сложности. Структуру содержит 11 уровней. Первые 5 рассчитаны на школьников, 6-й на молодежь от 18 до 29 лет. Последующие уровни сложности оценивают физподготовку взрослых людей. Сегодня организаторы решили выбрать самые простые, не требующие специальной подготовки задания. Жестких рамок студентам не ставили, поэтому все упражнения выполнялись по мере сил. Впрочем, не готовых к труду и обороне среди участников сегодняшнего сбора не оказалось. Результаты за прыжки в длину, 100-метровку и подтягивания на турнике участникам также вписали выданные сертификаты. После дневной нагрузки ребят ждал сюрприз, праздничный концерт и торжественный ужин. Аслан Альбукаев, Мурат Альбукаев, Ибрагим Налаев. Новости. Диагностика и лечение рака предстательной железы. Этой проблеме был посвящен семинар в Грозном. Для обмена опытом с чеченскими коллегами прибыл президент фонда «Вместе против рака» Игорь Русаков. После общения с местными врачами и студентами профессор проведет сложнейшую операцию по удалению опухоли предстательной железы. Занимаясь этой патологией в течение многих лет, у нас есть собственные наработки, у нас есть определенные взгляды на лечение, а самое главное – выявление тех или иных заболеваний. Если мы будем выявлять его в ранних формах, мы будем лучше лечить. Вот это основные проблемы, которые мы сегодня обсуждали. Я думаю, что это будет обоюдно полезно. И мы возьмем что-то от ваших докторов, и они возьмут что-то от нас. Ну и таким образом выиграют пациенты. На стадионе Ахмат-Арена Терек встретился с Уралом. На матче присутствовал и глава республики Рамзан Кадыров. Счет открыли футболисты Терека. Однако игроки уральской команды спустя небольшое время забили ответный гол. Под занавес первого тайма гостям удалось успешно атаковать ворота и счет 2-1 в пользу Урала. Во втором тайме наши футболисты безуспешно пытались сравнять счет, однако голкипер грозненцев снова пропускает мяч. За грубое нарушение с поля удалили капитана Терека Резвана Уцеева. Оставшиеся 10 минут Терек играл в меньшинстве. Итог игры 3-1 в пользу Урала. Завтра в спорткомплексе «Олимпийск» в Грозном состоится матчевая встреча между сборными Чеченской Республики и Казахстана по карате Киокушинкай. Гости приехали в чеченскую столицу в очень сильном составе. Этот вид восточного единоборства является одним из самых популярных в Казахстане. Впрочем, международный мастер Киокушинкай Лечи Курбанов также подготовил достаточно сильную команду. Надеюсь и уверен, что команда наша сейчас в лучшем состоянии, в хорошей форме. Ну и сборная команда Казахстана тоже, то есть не слабая команда, бойцов выставили сильных, и бои будут честные,
судей настроен на честное судейство. И если побеждать, то нам нужна только честная, уверенная победа. Эти и другие новости вы можете посмотреть и в официальной группе телеканала «Грозный» ВКонтакте. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами.